Еще раз приветствую наших гостей, наших очень сложно сказать. У меня несколько вопросов. Я все-таки не понял правовое основание, мотивацию принятия этого законопроекта. Здесь было сказано, что в силовых структурах, я так правильно понимаю, отсутствует достаточный инструментариум в рамках действующего законодательства для того, чтобы произвести выемку необходимых документов, провести процессуальные мероприятия, получить необходимую информацию. С учетом 15-летнего опыта работы в правоохранительной системе, насколько я знаю, никаких проблем в этом плане нет, вообще нет, потому что и в рамках уголовно-процессуального законодательства, и в рамках оперативно-розыскной деятельности, и в рамках таможенного законодательства, налогового законодательства есть широкий объем полномочий у государственных органов власти, которые могут истребовать любые документы, посмотреть движение по всем счетам и с учетом всего этого принять необходимое решение. В конце концов, если, допустим, этого недостаточно, этих механизмов не хватает, в чем была проблема, можно было дополнительно разработать новые положения, дающие правоохранительным органам дополнительные возможности в этом направлении. Это мой первый вопрос, почему этого не было сделано. И очень хотелось бы понять, очень много было сказано, кстати говоря, первое, что мы услышали от заместителя председателя службы госбезопасности Заала Хварцкия, что да, действительно, переводы денежных средств были и достаточно крупные, но после вот этих переводов денежных средств ничего не было сказано, куда эти деньги пошли и на что пошли. Может быть, есть какие-то уголовные дела, по факту, я не знаю, там, может быть, эти неправительственные организации пускали поезда под откос, там что-то еще, каким-то противоправной деятельностью занимались. Потому что это не совсем правильно, когда обществу сказать А, потом не сказать Б. Потом общество начинает домысливать ситуацию, тем более это было в таком контексте сказано, что там неизвестно, чем они занимаются, какой-то, не знаю, подпольной, подрывной деятельностью. И очень многим в обществе это не понравилось. Вот. Почему это не было досказано, почему там, или если нет ничего, извините, никаких административных дел или уголовных дел у вас нету, тогда какой смысл давать эту информацию? Просто проинформировать и все. И последнее, что я хотел сказать. У меня вопрос, с учетом того, что нас посетил глава государства, огромная благодарность. У меня вопрос непосредственно к главе государства. Закон об иностранных агентах, кстати говоря, мы сейчас вот здесь сидим, закон иностранных агентов появился в Соединенных Штатах, наверное, все вы это прекрасно знаете, 30-е годы, и как иронично это не звучало, а он появился в отношении основного партнера Соединенных Штатов Великобритании. Именно против Великобритании, потому что она активно вмешивалась в экономику Соединенных Штатов в период Великой депрессии. В основном это была Великобритания, это исключительно экономический аспект, который связан с Великой депрессией и тарифной войной между ними. У меня вот такой вопрос. Вот этот закон присутствует в Российской Федерации достаточно давно. И в рамках этого закона как бы ничего плохого с людьми не происходит, да, их просто объявляют иностранными агентами, и потом вот этот маркер иностранного агента начинает создавать проблемы для них. Контрагенты перестают с ними работать, они лишаются там поставщиков, потому что никто не хочет работать с человеком, у которого такой, физическим лицом или организацией, у которой такой маркер. И сложилось такое мнение в России, что это является очень мощным и, кстати говоря, эффективным инструментом политической борьбы. У нас закон об иностранных агентах является инструментом политической борьбы с теми людьми, которые не согласны с позицией власти.